Приходите на матчи Суперлиги Чемпионата России по хоккею с мячом и болейте вместе с нами за хоккейный клуб «Строитель». МКреп. Надежная опора строителя. Доброго дня, уважаемые любители хоккея с мячом. Начинаем нашу трансляцию из заснеженного Сыктывкара, где через несколько минут начнется матч очередного тура Российской Суперлиги по хоккею с мячом между Сыктывкарским «Строителем» и Кемеровским «Кузбассом». Добрый день, дорогие зрители, дорогие болельщики. Мы рады вас приветствовать. Будем комментировать для вас сегодняшнюю встречу. Соперник Кемеровский «Кузбасс» — это 4-я команда по итогам прошлого сезона. Соответственно, «Строитель» принимает уже заведомого фаворита, наверное, встречи, да? Но пока мы видим только хоккеистов «Строителя», кемеровчане пока на лед не вышли, значит, у нас все шансы на победу. Можно забить несколько мячей в пустые ворота. Может быть, засчитается. Да, я помню, был матч, тот самый легендарный матч, когда «Строитель» обыграл непобедимый Архангельский «Войник» в 2001 году. И после первого тайма наша команда уступала со счетом 1-3, как многие помнят, хотя матч закончился со счетом 4-3. Так в перерыве молодой, тогда, по-моему, 18-летний еще Игорь Ларионов, один оказавшись, тренировавшись на поле, забросил мяч в пустые ворота, и все трибуны дружно закричали «гол», тем самым поддержав молодого игрока. Ну, и это послужило, в общем-то, таким добрым знаком для нашей команды. Ну вот, может быть, это действительно хорошая примета. Надо в перерыве попросить Павла Арзубова, например, забить в пустые ворота. Может быть, история ведь сама по себе циклична, повторяется. Многие считают. Ну, хотя в матче с Кузбассом не хотелось бы, чтобы повторялась история, потому что в 21 веке Кузбасс наша команда не обыгрывала ни разу. Даже не было ничьих, к сожалению. Ну, была команда наша, конечно, близка к победе в прошлом сезоне. Вела она после первого тайма со счетом 5-1. Даже после 24-й минуты, да, был счет такой. Но во втором тайме Кузбасс забросил 8 безответных мячей. В течение 25 минут, кстати. Очень быстро настреляли. И хотя в гостях у нашей команды также были шансы. Примерно до 50-й минуты счет был равный 3-3. Вы знаете, Александр, это из серии матч начинается с 0-0. Матч начинается с ничьи. Да. Ну, сегодня также матч начнется с ничейного счета. Самого популярного счета в прошлом туре. Как раз таки Кузбасс сыграл на выезде, если не ошибаюсь, с Водником со счетом 2-2. 3-3 завершилась встреча в Кирове между Родиной и Волгой. 4-4 сыграла наша команда с Трубником. Посмотрите, какая замечательная фотография была у Алексея Кичкова, да, на плашечке. Чем-то похож на солиста группы Nickelback. Сейчас того, гляди, How You Remind Me запоет. На батюшку похож. Захотеть подумать.
Ну вот и прозвучали у нас гимны Российской Федерации и Республики Коми. И у нас все готово к началу игры. Игра, которая пройдет, как видите, под обильным снегопадом. Довольно интересные, скажем так, да, природные, погодные условия для сегодняшнего поединка. Ну и мне, наверное, больше всего жаль операторов, которые сейчас находятся у бровки поля. И к концу первого тайма рискует превратиться в сугробы с шапочкой. Да, ну, такая погода, я думаю, дает нам предполагать то, что игра будет, ну, не самая результативная. Не самый быстрый, да, немножечко скорости, конечно, лед. Может быть, снег многое будет сводиться к навесам. Навесом, да. Ударом через себя. Да. Ладно, такая маленькая футбольная шуточка. Ну, действительно, снегопад вносит свои коррективы. Мы видим, что лед хоть недавно и проходила по нему машина, но уже с хорошим таким покроем снега. Вот даже на вот этом плане. Да, не видно, поэтому можно будет пешком сказать, ходить. что лед идеальный сегодня. Да. Можно будет пешком ходить. Я вот вчера в такой же погоду выходил на лед накануне матча молодежного состава строителя. В общем, совершенно не скользко. Наоборот, на бровке было, ну, можно было упасть, а там на льду по такому слою снега можно шагать довольно уверенно. Ну и раз мы сказали о молодежном составе, то вчера стартовала Высшая Лига России по хоккею с мячом. И Сыктывкарский строитель 2, он же СШОР номер 1, с победы начал сезон, обыграв с счетом 5-2 Нижегородский Старт 2. Сегодня после вот игры основного состава в 16:00 будет повторная встреча этих команд. Да, и хочется отметить, что молодой нападающий нашей команды Павел Арзубов оформил покер, забив 4 мяча. И отдав еще одну голевую передачу. Да, в том сезоне встречи домашние против Старта 2 ни разу, кстати, не завершились победой. Первый матч был ничейный, 8-8, если не ошибаюсь, а во втором матче наша команда очень крупно проиграла. У нас уже стартовал здесь матч строителя Кузбасс. Аналогично, кстати, вчера были погодные условия, действительно в первом тайме тоже шел вот такой снег. Но при этом при таком снегопаде молодежка 4-2 выиграла первый тайм. И вот когда во втором тайме уже не было такого обильного снега, там всего лишь один мяч зрители увидели. Ну, я думаю, что в такую погоду очень быстро можно устать. Просто. Знаете, в такую погоду хотя бы что-то увидеть, да, потому что снегопад просто так закрывает стадион, и, наверное, и мяча довольно трудно будет, мяч довольно трудно будет видеть и болельщикам, и зрить, и хоккеистам, да. Времяпрепровождение. И особенно вратарям, да, в такую погоду будет тяжело видеть мяч. Вот сейчас угловой зарабатывает Сыктывкарский строитель на второй же минуте. Первый стандарт. В том году, по-моему, мы с Кузбассом и начали матч с забитого углового. Ну вот, можно, мы не против, если сегодня первый тайм закончится, как в прошлом году. Но осталось только корректива по второму внести. Здесь есть у нас какая-то непонятка. Мы даже не уверены, что до игрока мяч дошел. Да, вот здесь. Ну, опять же, да, здесь и в обычную погоду не всегда удается мяч разглядеть с нашими минус 0,5. Вот. Мяч маловат. Да. Ну, тем более в такую обидную. Но, наверное, пришло время рассказать и о стартовых составах все-таки, потому что куда мы без них пойдем с вами. В воротах, так, давайте сейчас удар снимем ворот. В воротах строителя у нас сегодня Максим Шакиров, бессменный в этом году страж ворот Сыктывкарского клуба. Ну, имеется в виду... Да, во-первых, силу обстоятельств, во-вторых, мы имеем в виду все-таки по стартовым минутам. Так-то несколько раз, конечно, Макара Екишева зрители уже видели в действии в завершении встреч. Полевые игроки: 83-й Сергей Филадов, 9-й Владимир Власюк, 44-й Максим Немцев. В прошлом матче он начинал на скамейке запасных, сегодня снова в основе. 3-й Иван Кораблин, 91-й Никита Свиридов, получается у нас, и 37-й Евгений Илюхин, 8-й Артем Лихачев, 23-й Максим Зубарев, 77-й Сергей Шибонкин,
И 93-й Денис Садак. У нас строитель по-прежнему. Знаете, я в прошлом году говорил Садаков, по-моему. Об они поправляли. Перевел мяча не видно. Да, абсолютно. Ну, вот сейчас только, да. По флангу 25-й номер прорывается. Передача не точна. Александр, это помните в футболе заснеженный матч в том сезоне, да, по-моему? Локомотив как раз играл или в позапрошлом. Заснеженный? Нет, я Когда помню... говорите, что мяч должен быть оранжевого цвета. Нет, я первый раз в жизни видел в футболе матч на заснеженном поле, когда московская ЦСКА принимала московский Спартак, это его, по-моему... 2003. Да, наверное. И тогда ЦСКА оформил чемпионство, по-моему, в той встрече 2-1 победил. А вот удар, гол! Да, прекрасный удар, по-моему, под перекладину зашел. Да, первый же мяч на 10-й минуте забивает сыктывкарский строитель, нам показывает команду. Кто у нас принимает поздравление? Максим Зубарев или нет? Я думаю, можно каждого игрока поздравить с этим голом. Да, ну давайте все-таки посмотрим и повтор, и пытаемся увидеть автора мяча. Давайте вот. Так вот, Никита Свиридов отдает на Максима Зубарева. Да, Максим Зубарев неотразимо пробивает под перекладину. Под перекладину, вот сейчас я уже не уверен. По-моему, в нижней. А, нет, какой там. Да, знаете, все, что ниже перекладины, это под перекладину. Нельзя не согласиться с вами, Алексей. Мяч проходит рядом со штангой, но с другой стороны, да, в воротах оказывается. Ну что ж, 1-0. Могли бы эти цифры быть на табло минуты 4-3 назад. Да. Ну, ничего страшного, да. По моментам мы пока полностью превосходим гостей, так скажем, да? Ну, Кузбасс пока ничего не создал. Мне кажется, кемеровчане даже просто борются не сколько сейчас со строителем, сколько со льдом и погодой, да. В том году погода сыграла такую, в общем-то, злую шутку с гостями из Красногорска. Тоже уступили они нашему клубу со счетом 3-1. Ну, знаете, как говорится, да, есть спартаковская погода, да. Это у нас будет строительная погода. Да. Еще одна атака. Передача. И должен... Как же так? Это выход, это да, я пас вот на... сам опять удивляюсь. Практически на гол. Мне кажется, что... А вот здесь мяч шокировал, да. Надеюсь, что эти моменты не реализованы не сильно отразятся на итоговом, не то чтобы счете, а на результате. Вот. Но, в принципе, уже строитель, ну, конечно, наиграл на 3 мяча, да, 3 100% момента. Ну да, моменты. Наиграл-то, конечно, и... Моменты, которые можно назвать моментами, моментищами. Да, пока что вкатывается только Кузбасс в этот поединок. Может быть, но мы в прошлом сезоне видели аналогично, да, ведь Кузбасс был никаким в первом тайме, по сути. Да, ну первый звоночек как раз-таки прозвучал уже к перерыву, когда гости заработали пенальти, который не реализовал Вадим Стасенко. Да, ну, мне кажется, в перерыве вот в раздевалке Кузбасса какое-то зелье пьют, знаете, как это из Астерикса и Беликса, да? Кто-то там пьет, а кто-то, наверное, в нем Алексей окунается, Титьков, да? Да, как раз друидом здесь сыграл, да. Панорамиксом, или как его там звали-то? Панорамикс, да. Или в разных, кстати, в мультфильмах его звали по-разному, да, этого героя. Вот. И после этого кемеровчане идут громить римлян. Неизвестно, правда, кто попадается в качестве римлян, но в том сезоне оказались сыктывкарцы. Надеюсь, в этом перерыве зелья у Кузбасса не найдется. У нас все будет хорошо. Максим Немцев здесь с мячом делает заброс в чужую штрафную. Ну, игрок, по-моему, сам споткнулся. Да, нет, здесь, конечно, споткнулся сам, но поборолся за мяч нападающий. Будь чуть удачливей, Денис. Вы знаете, будь он чуть удачливее, еще был бы уже там другим, да, не только вот относительно этого момента. Вот еще один проход.
Здесь удаление должно быть, конечно. Может быть, немного... Ну, не совсем это может быть удаление. Ну, знаете... Столкновение было, по крайней мере. Столкновение, за клюшечкой здесь придержал, здесь ручкой, да? Ну, клюшечка в другой у нее руке, по-моему. Ну, нет, вначале мне показалось даже, что въехал он клюшкой по игроку строителя, сам того не желая. В любом случае, штрафной. В нашем случае это не самый, прямо скажем, опасный момент. Нам лучше угловые подать. А штрафные, к сожалению, наша команда безобразно разыгрывает. Ну, пытаемся что-то изобрести, пока, может быть, не совсем получается. Может быть, по ходу сезона такие наработки будут проходить. Все-таки на большом льду строитель начинает тренироваться только вот в середине осени, там, накануне Суперлиги. Да, тем более, что Кузбасс, для Кузбасса чемпионат России это уже 4-й турнир. Если у нас первым турниром был Кубок России, то для Кузбасса Кубок России был уже 2-м турниром. Первый был Кубок Кузбасса, где они дошли до финала и уступили в финале Сипсельмашу со счетом 10-11. Прекраснейшая игра. Да, и с таким же счетом Кузбасс уступил Сипсельмашу на Кубке России 10-11. Вот. Как под копирку команда Только играет. развитие событий было разное. Если матчи на Кубок Кузбасса хозяева уступали со счетом 0-5, уже, по-моему, чуть ли не к 14-й минуте. Уже там, на 35-й минуте счет был 5-5. Ну, это такой дворовой, получается, хоккей получился. Фактически игра без центра поля, как говорят. И с Сипсельмашем, по-моему, Кузбасс в этом сезоне уже, ну так, суммируя все турниры, уже встретился 4-жды. Ну, старые, добрые соперники. В чемпионате они, тем не менее, Сипсельмаш очень уверенно обыграли. Ну, без 10-11 обошлось там. К сожалению, для зрителей, наверное. Всегда приятно посмотреть побольше голов. Тем более, когда их забивает твоя команда. Ну, приятно на борьбу посмотреть, да, когда это все-таки не такие случайные голы, когда там просто защитники бездействуют, не оказывая сопротивления. Это также, вот я бы не сказал, что интересно смотреть матч всех звезд. Ну, когда, ну да, там нет такой страсти, нет азарта. Ну и скорости, соответственно, там другие. Берегут себя тоже игроки, играют больше на красоту, на зрелищность. Это, наверное, походило на матч всех звезд в каком-то смысле. Всех звезд Кузбасса и Сипсельмаша, да? Здесь вот мяч штрафной строителя оказался так, с претензией на опасность, да? Никогда не знаешь, куда он отскочит, какой будет рикошет и что после этого последует, соответственно. Ну, обошлось. По-прежнему мы вот особо Максима Шакирова в работе не видели сегодня. Он, наверное, сам немножко удивлен, но вряд ли он этому расстроен. Да, возможность выхода один, это, по-моему... Это была претензия на фол, конечно, но все же угловой. Мяч сыграно, и угловой зарабатывает строитель. Рисковал защитник Кузбасса. Мог он получить и удаление, и 12-метровое, такое двойное наказание. Но риск оправдался хотя бы тем, что опасный момент был ликвидирован, стопроцентный выход 1 в 1, и угловой. Конечно, тоже опасно, но с другой стороны, даже не знаешь, что опаснее у Сыктывкара, выходы 1 в 1 или угловые. Учитывая, вот какой сейчас был удар, да. Защитники да. помогли своему киперу, гол-киперу. Ничего страшного в этом в итоге не удалось добиться. Ну, в общем, неплохо строитель играет в первом тайме. Ну, весьма, по крайней мере. В первой половине первого тайма, да. Здесь еще видно и желание, и нацеленность при этом же на результат. И промежуточный результат. Да, конечно, но все равно сетовать будет Павел Яковлевич на реализацию, думаю, на послематчевой пресс-конференции. Ну, это будет справедливо. Мне кажется, что будь он в аналогичной ситуации кемеровчане, мы бы видели, наверное, другой счет на табло, да, если бы они бы такие моменты получили.
в дебюте встречи. Ну, хотя нельзя сказать, что Кузбасс прям так расходится на голы в этом сезоне, ну, в сезоне Суперлиги. Все-таки сезоны были и по-результативнее. Но, тем не менее. Надеемся, что вот это их, скажем, недостача в голах будет перенесена на следующие игры. Могу даже привести некоторую статистику по этому сезону касательно результативности. Лидеры по системе гол плюс пас Кузбасса Богдан Павенский, 2 гола и 6 результативных передач. И Денис Кривошенков, капитан команды, 5 голов, 1 Точный ассист. Да, пас. Да. А лидер команды по этой системе Вадим Стасенко с 13 мячами. Вот. Насчет его хочется отдельно сказать, что Вадим Стасенко забивал во всех встречах нынешнего турнира. И практически, в 4 из 6 встречах он забивал голы с пенальти. То есть это говорит о том, что даже не в 4, а в 5 из 6 встречах, то есть это говорит о том, что, наверное, будут они искать возможности заработать этот самый пенальти. Ну, в общем, значит, все-таки умеют атаковать, да? Умеют, да, но... И смотрим, борьба была в штрафной площадке Кузбасса, и от ворот уходит мяч. Но в матче с Водником в последней игре у Стасенко было меньше всего голов. То есть 1 мяч он все забил. Если до этого было 2-3 мяча. И результативность его снизилась. Еще такая тенденция, да? Тенденция, да. Кривая забитых мячей Стасенко. Кривая стремится к нулю. Да, не знаю, насколько позволяет мне гуманитарное образование делать такой вывод. Я здесь, в общем-то... С аналогичным, да? Можно еще, знаете, так последовательность Стасенко сделать, да? Как последовательность Фибоначчи. Да, наверное, может быть. Здесь подобится на такой. Здесь Максим Немц, оказывается, на 44-й номер. Ну, смотрите, мяч попал там в сугробчик небольшой на бровке. Вчера довольно интересный был кадр, как арбитры матча молодежных команд Строителей Старта с лопатой проходили вдоль бортиков. А и фотографии есть, кстати, да. Ну, забавно, на самом деле. Необходимый инвентарь для работы на матче. Сервисмены. Ну, то есть арбитры в роли сервиса такого дополнительного. Да, ну, здесь у нас пока что большая пауза в игре. Такое чувство, что хоккеисты искали, где мяч. А он в сугробчике там, да, спрятался. Ну, тут не мудрено, на самом деле, потерять его. Знаете, как вспоминая прошлый матч Трубника, как мы смотрели, каким образом мяч оказался в воротах Трубника после одного из угловых, да, когда мы его потеряли из виду. Даже после повтора, в принципе, нельзя было понять вообще, где вообще мяч находился. Здесь тоже не мудрено такой ситуации повторить, конечно. Ну, здесь, что хочется отметить, игра, наверное, успокоилась даже, да, такой темп довольно невысокий. Снега на льду, будем капитаном очевидности, да, становится все больше, а скорости все меньше, соответственно. Да, и, наверное, пыл команд, да, убавился, и, наверное, это даже, наверное, на руку больше, да, Строителю, Кемерово. Наверное, Строителю все-таки. Обороняться по такой погоде, наверное, попроще. Да, ну если это не атака за атакой, естественно. Конечно, конечно. Обороняться, играть на контратаке. Счет нас, конечно, устраивает, но 1-0, это, вы знаете, это такое шаткое преимущество. Не понаслышке, знаем с вами. На всякий случай, наверное, даже в конце игры онлайн-протокол посмотрим. Атака Кузбасса справа. Владимир Власюк не дает пройти гостям. 1 против 2 отвоевал мяч.
попытался его вынести куда-то. На чужой половине, но не очень это хорошо получилось. Но вот снова Власюк в борьбе. Алексей, И так накрыл. я ошибусь, если скажу, что Кузбасс, по-моему, ни одного удара поворотом не нанес по нашему. Нет, в створ. В створ, наверное, не ошибетесь. Может быть, просто поворотом, мне кажется. Был один момент, который можно было назвать ударом, я даже его назвал. Мяч там далеко от ворот прошел. По этой... Если опять же, как в других видах спорта, да, по XG, да, по ТТД, по другим показателям, вот, для нападающих, прежде всего, от Кузбасса. 0. Явно, да. Да, я понял. То есть ожидаемые голы. Да. Статистику. Бывает, что клуб забил один мяч, а по XG, то есть ожидаемый гол, то есть наиграл он на 2,5 гола, то есть почти на 3 гола моментов. С другой стороны, вот по этой статистике мы тоже, знаете, в этой игре. А бывает, что наоборот, побольше. Команда выиграла, допустим, 2-0, она и на гол не наиграла. Ну вот вчера, опять же, мы много сейчас возвращаемся к игре молодежного состава, вчера встретили вот мяч, который забил Старт, 2 первый, он абсолютно был не по игре, вратарь Строителя был первый на мяче, забрал мяч в руки, нападающий уже прокатывался мимо, и в этот момент мяч из рук выскользнул. Вот это как раз тот случай, когда не наиграл, да, никто на мяч, но он в итоге оказался в воротах. Здесь на половине поля Строителя идет борьба. Желтую карточку кто-то получил. За то, что слишком близко подходил хоккеист Строителя к мячу, когда вводился он в игру. В общем, заслуженное. Китайское такое, да, не последнее даже, а просто китайское предупреждение. Иван Кораблин в борьбу отправляет снаряд. И здесь борьба на каждом участке. У нас Артем Зимин, видим, тоже уже. Радует то, что, в принципе, игра в такую прям откровенную борьбу не переходит. Ну, она вот уже близка к этому, мне так кажется. Борьба действительно уже на каждом участке. Да, ну, посмотрим. Вот и опять же, вот такую борьбу комфортнее было при 2-0 все же вести. Да. Вспоминаем о упущенных моментах сыктывкарской командой. Да, но первый был упущенный момент при счете 0-0, Выстраков не реализовал выход 1-1. Ну и второй. Там уже мы даже не увидели, да, кто нас мог замкнуть дальнюю штангу. Но по позиции тоже либо Денис, либо Никита Свиридов. Может быть, Алексей Башаранов. Да, ну, по позиции, если так смотреть, то есть его, наверное, была штанга. Да, в том году как раз Никита Свиридов отличился. Здесь уже мяч штрафной площади Кузбасса. Тоже, да, знаете, непонятные отскоки, трудно предугадать их. На обычном-то комфортном льду не всегда можно сориентироваться, да, куда отскочит мяч. А уж тем более на снежной корке, снежной кромке. Да, трудно здесь как-то рассчитывать на какой-то осмысленный комбинационный хоккей. Здесь, да, многое решается даже... Многое зависит от удачи в определенной степени. Да, от удачи и от физических кондиций, потому что бегать на таком льду довольно трудоемко. Здесь у нас Клементий Тарасенко прессинговал Ивана Кораблина практически возле углового флажка, но с честью Иван справился. Как вы говорили, что вчера первый тайм тоже шел снег, счет 4-2, а во втором, когда снега не было, один мяч всего забили. Да. И ну, это говорит о том, что уже сил в принципе и не осталось на игру, хоть и благоприятные относительно погодные условия сопутствовали во втором тайме. Ну что здесь продолжается у нас, повторюсь, борьба действительно на каждом участке. Атакует сейчас Кузбасс, Богдан Павенский с мячом, пытается заработать угловой и с этой задачей справился. Ну вот по такой игре стандарты это все. Да. У кого они лучше пойдут сегодня,
Во-первых, они стандарты угловые и зарабатываются, это довольно тяжело. Во-вторых, тут нужно еще и по такому снегу, по такому льду, как мы видим, да, нужно еще и мяч хотя бы довести до бьющих. И различить, конечно, вратарю, но и довести до бьющих. Ну, Кузбасс, вот это проблема оказалась. Да, отбивается просто строитель. Там уже лежит кто-то из игроков Сыктывкарского клуба. Вроде поднимается. Нет у нас. Все без травм. Обошлось. Сергей Шибонкин, по-моему, это был. Нет. Евгений Люхин. Евгений Люхин, да. Я семерочку видел на свитере. Продолжается штурм от Кузбасса. И от ворот. Это, знаешь, взятие снежного городка. Картина. Взятие Зимнего дворца. Максим Шакир ловит мяч в игру. На чужую половину поля бросает вратарь. И там чуть-чуть дача. Более так снисходительно относятся к гостям. Сохраняют они мяч. Но здесь показывает арбитр, что упустили его за лицевую кемеровчане. Даже нарушение правил. Вот полчаса у нас практически прошли поединка. И вот здесь потенциально опасно могло было быть. Нет. Нет, от ворот все-таки. Хотя нет, а там нет. В общем, все-таки на угловую указал. Главный. 2 раза мы с вами успели откреститься от того, что мы сказали. Нет, не угловой. Вот, и ответный стандарт в исполнении строителя. Нужно его реализовывать. Здесь довольно грамотно выбежали кемеровчане, успели накрыть этот удар. И в атаке у нас уже был Денис Борисенко, 28-й номер Кузбасса. Действительно, очень так тяжело, наверное, комментировать игру, да, такая вязкая, она упорная, без какого-то обилия вот голевых моментов. После старта в 10-12 минут успокоилась встреча. Убаюкивая еще погода. Ну, тут понятное дело, что хоккеистам не до убаюкивания, болельщикам уж тем более, которые на трибунах. И вот момент, Шибонкин проходит мяч мимо ворот. И здесь уже точно был Сергей Шибонкин, капитан сыктывкарской команды. Это всего 3-я гостевая игра в этом сезоне для Кузбасса. Ну, кстати, Борисенко немножко с Зиминым что-то не поделили. Зимин вышел победителем из этого единоборства. Вот Борисенко, проезжая, как-то так подтолкнул хоккеиста-строителя. Немножечко такая не пижонство, вальяжность, даже как-то это назвать. Вот такие эпизоды в исполнении гостей. Хотя они пока проигрывают, наверное, не до пижонства. Для Кузбасса важно, я думаю, взять 3 очка сегодня. В принципе, потому что их ждет серия, в общем-то, гостевых игр. Достаточно долгая. Ну, наверное, для любой команды важно первые игры. Потому что в последним играм, как правило, сил ну, опять же, да, и опять же, для любой команды, вот выезды в Сыктывкар, там, тот же самый Киров, в Ульяновск, это, наверное, команды едут именно за победой. Заведомо такие уже, да. Команды хозяева, ну, не обреченные, но уступает просто, да, получается. В общем. Тем не менее, мы видели, какие проблемы были у Трубника. Мы видим, что и Кузбасс сейчас выглядит матч довольно равным, да, по сути. Даже с преимуществом строителя по тем же самым моментам. Ну, наверное, в принципе, уже на них не будем уже вспоминать. Да. Тем не менее, вот последние 20 минут, вообще в целом после забитого мяча игра и абсолютно равных соперников идет. Чего не скажешь, конечно, по турнирной таблице. Ну, в этом сезоне было удивительно, что Кузбасс
всего в 2 мяча обыграл Кировскую Родину со счетом 7-5. Потому что наверняка многие А играли в Кемерово или? играли в Кемерово, вот в чем дело. Да, и Кузбасс, в общем-то, дал Родине, по-моему, Родина, забившая в матче с Кузбассом 5 мячей, до этого матча забила меньше 5 мячей вообще в сумме в общей. Да, и Здесь не берусь спорить, есть, наверное, статистика все-таки официальная, да, нужно на сайте да, ну вот, посмотреть, говорю. если... Но, тем не Есть менее, желание. Кузбасс обыграл на выезде Септимаш со счетом 9-3. Ну, тот вообще был матч замечательный. Да, но это достаточно неожиданный, в общем-то, счет, потому что Септимаш не смотрится командой мальчиков для битья, особенно на своем поле. Это значит, обыграйте дома у себя Родину в 2 мяча и на выезде Септимаш 6. Да. Вот, и из огня до в полымя, как там правильно, Да. да? Все верно. Здесь вот смотрим, борьба уже в штрафной Строителя. Сразу 4 хоккеиста Кузбасса были здесь рядом и караулили отскок. Ну, неплохо справилась оборона Строителя с этим довольно сложным игровым моментом. Здесь попытка изобразить прессинг. И просто кемеровчане отбиваются. Выносит мяч на чужую половину. Остается мяч у Строителя. Да, это такая игра, и не то чтобы равная, тут игра и нервов, наверное, да. Нужно выиграть, наверное, тот, кто сделает меньше ошибок. Удачная передача прошла. Здесь рано. Денис Воронков спешит с угловой. Получается Строитель в этом эпизоде. Игра нервов, игра кто меньше ошибется, игра кто сможет реализовать угловые. Потому что самые опасные вот моменты в последние 25 минут появляются только после стандартов. Может, даже клюшечка расчищает как будто снег хоккеист Строителя. И здесь Отличный на удар, линии мяч был, вылетел в поле. Первый удачный угловой, в общем-то, в исполнении нашей команды. Ну, до этого, да, угловых как-то безопасных. Нет, был один удар с углового, тоже опасный. ну да. Два было, два, по крайней мере, было плохих. Таких, Да. в общем-то, не заслуживающих внимания. Ну, заслуживающих, но прежде всего с внимания тренерского штаба, Да. чтобы сделать конкретные выводы по каждому из них, донести до игроков, что они не так делали, может быть, где-то перемудрили. С 37-я минута, потихонечку приближается перерыв. Да. А в перерыве, сейчас подождите, есть такая довольно волнительная ситуация у ворот Строителя, но до удара снова не добрались. Тем не менее, еще один потенциально опасный момент. Это, пожалуй, тот редкий матч, когда перерыв действительно необходим для команд. Да, и вот здесь был на острие атаки нападающий Кузбасс, но мяч до него не добрался. Так вот, в перерыве у нас по традиции будут конкурсы для болельщиков, куда без них. Победители конкурсов получат сертификат, бонусную карту от компании МКРЕП, надежного помощника хоккейного клуба «Строитель». Также можно будет выиграть сертификат от автошколы «Вираж», с которым научитесь легко проходить любые виражи на своем авто. Еще бы авто, конечно, было бы неплохо разыгрывать. И приз от официального дилера «Шкода» в коме автосалона «Квета Авто». Но у нас пока угловой Кузбасс зарабатывает. Давайте дождемся, чем он завершится, к чему приведет. И продолжим о партнера. Подготовить почву, да, для удара, расчистить снег. Вот сейчас лопата бы не помешала, да, такая небольшая. Ну, хорошо, заблокировали ребята удар, и мяч в руках. Максим шокированный вот так. Очистит от снега сперва. Мне показалось, что он его выкапывает просто из снега. Ну и в конце сезона каждый из болельщиков, напомню, может выиграть крутые суперпризы. И фирменный велосипед марки «Шкода» от автосалона «Квета Авто», и набор инструментов от сети магазинов МКРЕП, и центнер бензина.
Ну, нужно просто собирать билеты на домашние встречи, в конце сезона обменять их на купон розыгрыша. А владельцы абонементов как? То же самое. То есть владельцы абонементов то же самое получается. Могут обменять и участвовать в конкурсе. Я помню, в мини-футболе новой генерации тоже разыграла призы в те далекие, счастливые для финансового благополучия страны годы. Там, по сути, и телевизоры, и прочие электроприборы были тоже очень неплохие призы, но и мы здесь видим тоже очень спасибо спонсорам. Прекрасные подарки. И велосипед. Я бы хотел себе либо велосипед, либо 100 литров бензина выиграть. У меня, конечно, автомобиля нету, но можно же в хозяйстве. В хозяйстве, да. Можно же и продать. Так что ходите на хоккей, посещайте матчи Строителя, выигрывайте призы. Но если нет возможности, смотрите телетрансляции. Ну, я думаю, если наша команда сегодня вновь удачно выступит, то болельщиков добавится, да? Против новосибирского Севсельмаша, да, мы вправе рассчитывать на то, что болельщиков придет на порядок больше. Но сегодня, может быть, и погода в каком-то смысле отпугнула потенциальных таких, в общем-то, зрителей. Не исключено. Действительно, в такую погоду иногда хочется просто дома посидеть. Да. Но картинка, конечно, у нас хоть и качественная, но действительно не сможет передать все эмоции, все ощущения от просмотра такой встречи вживую. Да? Такая небольшая зимняя романтика под снегом, смотреть хоккей с мячом. Да, ну и довольно не холодно. Ратуют за то, чтобы игры проводились в крытом. Крытке, да, ну. Здесь вот рядом со штангой, показалось, мяч проходил. В понимании многих болельщиков, таких старожилов, это такой искусственный, суррогатный хоккей получается. Ну да, но не забываем, что и в обычном-то хоккее с шайбой тоже есть такая русская классика, да, и в НХЛ есть классика, когда команда играет на открытом льду, несмотря на любые погодные условия. Да, здесь удаление, и Максим Немцев отправляется на скамейку штрафников, 44-й номер сыктывкарской команды. Да, видно удаляться в такой медленной, в общем-то, игре. А ничего особо не предвещало, да, в такой ситуации. Не выглядело каким-то острым эпизодом эта атака. Просто неаккуратно. Да, здесь и не планировал Максим забивать хоккеиста Кузбасса. Это произвольно, мне кажется, выставил клюшку уже по инерции. Ну, я надеюсь, что наша команда в атаке все обойдется. Но мы понимаем, это по возгласам болельщиков, да. Была атака у Строителей. Останется у хоккеистов Сыктывкара мяч. Небольшое нарушение правил. Вырисовано на знаете, как в мультфильме «Ну погоди», да? Волк с зайцем в паре рисовали на льду. Здесь нечто похожее Сергей Шибонкин вырисовывал, делает заброс в штрафную площадь, здесь борьба, выиграет ее Строитель, здесь попадает мяч защитника, продолжается борьба за мяч, остается он у Кузбасса, 17 номер Вадим Стасенко, выбрасывать его на чужую половину поля, может быть там кто поборется в составе кемеровчан, но мяч остается в итоге у хоккейного клуба Строитель, нет, у Кузбасса уже в руках вратаря был Евгения Воронкова. Видим, готовится 89-й номер в игру войти Григорий Федоров. Тоже игрок со скамейки запасных. А здесь уже Максим Шакиров. Только что видели мы Евгения Воронкова с мячом. Сейчас Максим Шакиров. Через как я обратил внимание, в матче против Строителя, в гостевых матчах, по крайней мере, соперники выпускают, не первых своих вратарей. Матчи против Енисея с нами. Там, знаете, да. Я думаю, что если бы, грубо говоря, как сказать, правильная мысль. В общем, Строитель бы не отказался, если бы в матче против Енисея, на воротах Енисея был бы основной голкипер, да, который получил травму, наверное, не мог играть. По крайней мере, в матче со Строителем, как правило, гости дают шанс своим резервным вратарям. Знаете, вот когда гости дают шанс резервным вратарям, у нас на поле выходит Макар Екишев и показывает, кто здесь в доме хозяин.
Вот. Макар в прошлом сезоне был игроком основы высшей лиги, в этом сезоне пока что не может играть за команду Строитель 2, но берегут, потому что Макара все-таки в основной команде сейчас номер 2 считается, Ну да? да, потому что Денис Гударин травмирован. Он уже приступил к тренировкам, но по-прежнему далек от оптимальных кондиций. И в настоящий момент, конечно, именно Макар выйдет вторым номером. Да, вы сами понимаете, что оставшись без основного вратаря, мы, в общем-то, рискуем остаться с одним вратарем. Ну, основной это у нас, конечно, все-таки Максим Шакиров. Ну да. Да, просто Макара Экиша выпускать в матче вышки, где он рискует получить травму, и мы тогда вообще останемся только с Максимом. Да, только разве что... Это, конечно, он у нас все позиции закрывал, может и здесь закроет. Просто, не рискует тренерский штаб. Понятно, что Макару тоже нужна игровая практика, и в матче высшей лиги он пригодился бы как никто другой. Вот. Но... Я обратил внимание, игроки так готовятся перед ударом, перед выносом мяча, как к бильярдному удару. Действительно, очень сложно это все исполнять. Один из последних моментов в первом тайме, у нас идет уже последние минуты, угловой зарабатывает кемеровский Кузбасс. Ну, конечно, приятнее... Смотрите, вот это была тонкость от игрока Кузбасса. Он просто упал, прокатился и прочистил для мяча площадку. Вот это лайфхак. Я вот, честно... Нет, тонкий троллинг как раз от уборщика снега. Вот на машине он выехал, типа, ребят, какое? Не забьете же, кого вы обманываете? Здесь, да, не очень хорошая подача. Давайте я поеду пока, а вы... Здесь нервы сдают у кемеровчан. Хотелось бы посмотреть повтор. Разве? Да, здесь нервы у кемеровчан, по-моему, сдали все-таки. Ну, а спорят-то наши. Ну, а удаление получает обоюдное? Или что? Никита Свиридов тут не согласен. Просто, да, тут удаление. Ну, у Строителей мы точно видим удаление. Ладно, увидим, может быть, повтор. Да, увидим ведь. И там уже посмотрим, что здесь было. Ну и у нас впереди сейчас перерыв есть. Есть возможность этих онлайн посмотреть и обсудить, в принципе, да, что здесь произошло. Ну, так как мы вводим мяч. Значит, ничего страшного. Значит, закончился у нас первый тайм с этим вводом мяча. Давайте потом в перерыве попытаемся разобраться, что же здесь произошло. Да. До встречи. А сейчас перерыв. Вернемся скоро. После повтора. Приходите на матчи Суперлиги Чемпионата России по хоккею с мячом и болейте вместе с нами за хоккейный клуб «Строитель». МКреп. Надежная опора строителя.
Блядь, да у тебя всегда отмазка. Как? Галим, вон там что за люди, проверь. Ладно. Я молодец, я на месте. Раненого тащит. Лед-то нормальный. Ну и что немножко снега. Погода такая. А? Вон он же сейчас поедет. Дело в том, что их-то нет. Мячик возьми, Максим! Да не хочет играть, да не надо. Дай худеть.
Приходите на матчи Суперлиги Чемпионата России по хоккею с мячом и болейте вместе с нами за хоккейный клуб «Строитель». МКреп. Надежная опора строителя. Доброго дня, уважаемые любители хоккея с мячом. Мы возобновляем свою трансляцию с Сыктывкара, где продолжается, где все готово, наверное, к возобновлению. Встреча между сыктывкарским строителем и кировским Кузбассом. После первого тайма 1-0. Сыктывкарский строитель впереди. И в перерыве сыктывкарцы пошли на хитрость. На половине поля строителя, на половине поля, которая будет во втором тайме, застряла ледозаливочная, наверное, все-таки, да, машина, которую пришлось убирать дополнительными подручными техническими средствами. Мы сперва сочли это таким тактическим ходом тренерского штаба нашего клуба. 12-й игрок. Да. Я думаю, может быть, вместо кого-то из игроков обороны вышел. Ладно. Достаточно фактурный такой, габаритный был у нас защитник. Да, и довольно забавный был эпизод. Но все-таки справились с ним. Для этого пришлось выгнать из гаража снегоуборочную машину, которая уже, собственно, ее и оттащила. Вот. Но зима вступила в свои права, так скажем, уже. Да. Ну и мы видим, что не удалось, в принципе, до конца пройти по льду ледозаливочному. Кстати, вот, еще полосы, то есть последние добираются, да, хотя уже по идее. Да, у тренерской скамейки машина, в общем-то, и не была. И, наверное, и не будет, да, уже как бы игру пора возобновлять. Да, поэтому перерыв несколько подзатянулся. Да, вкратце, наверное, напомним, что счет в этой встрече, единственный же мяч, да, пока что, забил игрок строителя Максим Зубарев на 12-й, по-моему, минуте. До этого сыктывкарцы упустили пару моментов стопроцентных выходов. Два выхода 1 в 1. И после да. по одному моменту у нас было. И после этого игра перешла в напряженную борьбу, вязкую на каждом участке поля. Мы видим тренерский штаб Кузбасса. Здесь звонок, не знаю, помощь друга, чья это там помощь, может быть. Вот прокатывается, да, приветствует команда болельщиков. Кружит хоккеисты строителя вокруг ледозаливочной автомашины. Кузбасс как-то не торопится, в общем-то, выходить на поле. Знаете, такие круги строителя, мне кажется, даже как-то немножко на мораль влияют гостей, да, как танцы новозеландской сборной по регби, да, когда они хаку свою исполняют, да. Может быть, что-то здесь наподобие взять в свое вооружение. Ждем. Все у нас, в принципе, кроме льда, наверное, да, готово к второму тайму. Готовы хоккеисты, тем более готовы болельщики, которые вернулись, попив чай, на трибуны. Ну, здесь гости, я думаю, не рассчитывали на такую погоду. Все-таки в первом тайме как-то игра у них не совсем ладилась, и моменты-то сводились, в общем-то, и у одной, и у другой команды к угловым. Ну да, и причем в этих угловых даже строитель тоже смотрелся поопаснее. Так, ну, Кузбасс не хочет на лед выходить? Может быть, командное фото сперва сделаем, да? Ну, а почему бы нет? Позвонил тренеру пресс-атташе, сказал, значит так, пока ребята все на месте, давайте сделаем общую фотографию. Как раз Ярослав. Да, вот Ярослав Севрук из газеты «Республика» тоже вот, может быть, либо в качестве фотографа, либо тоже присоединиться к общекомандной фотографии. Так, вот Алексей Кичков что-то объясняет, говорит, а как так, у них ледозаливочная машина на льду, здесь... мы не будем с ними играть. Я заплатил 2 миллиона, где мой дом, говорят. Здесь уже давно должен был стоять дом. Ну да, и те тоже говорят, ну 2 миллиона, как-никак деньги. Да. Но дома нет, ледозаливочная машина есть, и хоккея пока еще тоже нет.
Крайне сливаются, да? Ну и пора по Можно, в принципе, двусторонку пока сыграть небольшую. Пока... Строитель 2, я думаю, уже, в принципе, на стадионе. У них игра в 4 часа. Можно, в принципе, да, действительно, спарринг со своими младшими друзьями, И товарищами внести сыграть. это в официальный протокол. Ну да. Не знаю, что здесь не устраивает гостей, наверное, все-таки качество льда, походу, да? Обилие снега на льду. Ну. Ну, а Знаете, регламент знаете, обилие снега, оно одинаково для всех. Ну да, но регламент вообще как-то предполагает то, что одна из сторон может отказаться, допустим, выходить на поле, вот если идет снег, не то, что если нету льда вообще. Вы знаете, вот я вот видел, да, много таких историй про то, что в Португалии нельзя выходить на работу, если идет дождь, да. Не думаю, что у нас в России такое возможно. Если идет снег, мы не будем играть. И, кстати, с этого плана, кстати, заливочная машина не видно, есть ли она вообще, в принципе, или нет. Есть, вот как раз Есть, сейчас да? покажется. Ну, я говорю, то есть, как вот, да, показывается. В принципе, можно начать игру, а она так будет туда-сюда ездить. Ну да, ребят, вы не обращайте Да, внимания, да. как уборщица Я- бывает, заходит в кабинет. Мы тут проедем. Ребят, вы ноги Без поднимите, проблем. пожалуйста, только. Вот, ну, играйте. Примерно как-то и здесь. Ну, ждем. Ждем, нам, в общем-то, собственно говоря, ничего не остается. Болельщики тоже негодуют. Наверное, в каком-то смысле. Вот, ну, хочется сказать, что еще раз повториться, что Кузбасс в прошлом сезоне занял 4-е место, как и в регулярке, в регулярном сезоне, так и в плей-офф. В плей-офф за 3-е место клуба Скемерова по сумме 2 встреч уступил иркутскому клубу Байкал Энергия. А в стадии четвертьфинала кемеровчане прошли Ульяновскую Волгу. Вот. А до этого самым успешным сезоном, ну не в истории клуба, а один из самых таких удачных был сезон 2010-2011 годов. Там в раунде плей-офф 1/8 по сумме 2 встреч был обыгран Уральский Трубник. В четвертьфинале кемеровчане по сумме 2 встреч также обыграли Енисей. В полуфинале уступили московскому Динамо. После домашней победы со счетом 5-4 дважды с одним и тем же счетом уступили в гостях динамовцам со счетом 3-11. А в матче за 3-е место проиграли красногорскому Зоркому. Вот. Сезон ранее, сезон 2009-2010 годов, вообще ознаменовался такой чередой, в общем-то, ярких побед, событий. Кузбасс в том сезоне стартовал как раз-таки в матче первого тура. Играли они на нашем стадионе против нашей команды. Победили со счетом 6-3 до 81-й минуты. Счет был 3-4 в пользу гостей, но потом все-таки класс гостей взял вверх. Ну и вот гости наконец-то выходят на лед. После такой продолжительной паузы. Ну, боялись, конечно, хоккеисты Кузбасса. Мало ли вдруг попадут под ледозаливочную машину. Терять игрока как-то мало кто хотел. А страховка, видимо, не оплачена. Ждем. Сейчас уже совсем скоро стартует второй тайм. Затянулся, конечно, перерыв. Ну вот я не договорил, кстати, вот тот самый сезон 2009-2010, где Кузбасс стартовал с победой в Сыктывкаре. Кузбасс в том сезоне выиграл 20 матчей к ряду.
И уступили они только в Красногорске в феврале месяце. Тот матч ознаменовался скандалом, в общем-то, в том смысле, что капитан нынешний Денис Крюшенков был по итогам отстранен на год. И не только он понесли наказание, а также он вынужден был заплатить штраф в размере 300 тысяч рублей. Вот, игрок не играл год. Ну, такая вот минутка. Да, ну еще можно сказать, что в том сезоне четырежды против кемеровского Кузбасса играл в составе московского «Динамо» наш главный тренер Павел Франц. Трижды забивал Кузбассу с пенальти, вот, и на его счету несколько результативных передач. Так. Вот. И Павел Франц в том же сезоне поучаствовал в матче, в котором московская «Динамо» обыграла Кузбасс с таким неприличным счетом 21-5. Тем временем у нас все готово, наконец-то, к началу игры. Кузбасс развивает мяч с центра поля. Поехали. Второй тайм стартовал. Напоминаю, что составы у нас неравные. В конце первого тайма удаление было в составе строителя Максим Немцев на 41-й минуте. Ну и на последней минуте обоюдное удаление в составах обеих команд. Соответственно, получили Артем Лихачев и Вадим Стасенко. То есть примерно 10 минут будут кемеровчане играть без своего лидера. Ну, в принципе, и строитель тоже без Максима Немцева. Игрока основы все-таки. Поэтому давайте, наверное, пробежимся снова по составам играющих команд. Озвучим именно стартовые сочетания, которые выходили на лед первыми. Ну и, наверное, тоже полностью пробежимся по скамейке запасных. Начнем по традиции с хозяев поля. Это Сыктывкарский строитель. В воротах Максим Шакиров, полевые игроки 83-й Сергей Филатов, 9-й Владимир Власюк, 44-й Максим Немцев, 3-й Иван Кораблин, 91-й Никита Свиридов, 8-й Лихачев Артем, 37-й Евгений Рюхин, 23-й Максим Зубарев, 77-й Сергей Шибонкин, капитан команды, 93-й Денис Садаков. Запасные устроители Макар Якишев, Андрей Куликов, Павел Разубов, Никита Гафонов, Алексей Башарымов, Александр Ваюшин, Максим Медведь, Артем Зимин. Главный тренер команды Павел Франц. Состав гостей. В воротах Евгений Воронков, 44 номер. Полевые игроки Семен Козлов, номер 3, Василий Жаукенов, номер 7, Денис Игошин, номер 9, Вадим Стасенко, номер 17, Олег Земцов, номер 19, Богдан Павенский, номер 23, капитан команды Денис Крюшенков, номер 25, Денис Борисенко, номер 28, Павел Якушев, номер 74, Артем Савельев, номер 99. Запасные игроки: номер 30, вратарь Сергей Морозов, полевые игроки: номер 8, Артем Репях, номер 11, Владимир Каланчин, номер 15, Максим Семенов, номер 20, Клементий Тарасенко, номер 21, Илья Бондин, номер 36, Артем Азаров и номер 89, Григорий Федоров. И вот сейчас, у нас Кузбасс зарабатывает первые угловые во втором тайме. Мы уже говорили, что стандарты в этой игре могут все решить. Здесь самоотверженно был, да. Сыграли игроки строителя, приняли на себя мяч и ликвидировали опасную довольно ситуацию. Возможно, тренер гостей сказал игрокам следующее, что непременно в начале второго тайма нужно атаковать, нужно забивать, потому что все-таки снег неминуемо будет идти, и, скорее всего, возможностей таких просто не предоставится. Да, но результат, конечно, после первого тайма довольно неожиданный, наверное, для многих любителей хоккея с мячом. Тем не менее, сегодня уже несколько любопытных встреч у нас прошло, да, Александр? Это и ничья Волги, да, со стартом. И победа Казани, казанского «Динамо» в Иркутске со счетом 5-3, где гости и вовсе вели со счетом 5-1. Да, ну и, конечно же, матч СКА «Нефтяник», московская «Динамо», да, который завершился ничейным исходом. Ну вот нам показывает, что перерыв 40 минут пошел. Представляете? Да. В 2 раза больше, чем обычно.
практически тайм перерыва. Да-да-да. Это значит, что хоккеисты должны были восстановить все-таки силы, отдохнуть. Ну да, может быть, это и к лучшему на самом деле. Ну, здесь опять же вопрос, да, кому сейчас проще, да, кому выгоднее такой долгий перерыв? Строителю, который сейчас будет, скорее всего, в обороне, да, в начале второго тайма играть, или Кузбассу, который именно со всеми силами должен атаковать с первых Вот же уже минут. второе угловое они зарабатывают во втором тайме. К чему это приведет? Вопрос. Да. Смотрим за этой подачей. Есть удар, но И не в ворот. Параллельно с нашей игрой начинались примерно в одно время. Соответственно, сейчас уже другие минуты. Но давайте чуть-чуть... Нет, не успеет у нас Евгений Илюхин, который мячу. Так вот, начинались эти матчи примерно в одно время, но сейчас уже там идет 72-я минута, а у нас только 50-я, да. Водник Сипсельмаш на данный момент обыгрывает Водник обыгрывает Сипсельмаш со счетом 7-2. Довольно тоже уверенно. И не менее уверенно уральский Трубник разбирается сейчас с Зорким 1-7 сейчас в Красногорске на табло. Да, ну, видимо, Трубник правильные выводы сделал после предыдущей встречи. Да, и посмотрим, какие выводы сделал Кузбасс после первого тайма. Здесь идет такой полунавес на дальнюю штангу и улетает мяч на еще один угловой. Ну, такая неприятная ситуация. Осадил Кузбасс. Да, Ворот Строителя, снег усиливается, и вот нужно вот минут 5-10 вот эти сейчас просто перетерпеть, мне кажется, да, потом будет полегче. Сейчас отбиться, сохранить комфортный по такой игре на самом деле счет 1-0. Да, как в хоккее с мячом бывает и 3 мяча, ничего и не значит разрыв. А тут но один мяч здесь у нас стоит. что у нас? Здесь у нас поменял, я так понял, арбитр решение, и отворот все-таки вместо углового. А там, по-моему, повторный-то не мог быть. Повторный ведь не мог вроде быть пенальти угловой. Ну, в общем, выстраивалась команда на угловой, теперь отворот. Не будем усугублять, да, ситуацию. Как бы мы все-таки с вами не эксперты. Двойки за ТТД и прочие оценки ставить не будем. Вот еще один потенциально опасный. Прервал прострел. Да, на дальней штанге уже готов был хоккеист Олег Земцов, если не ошибаюсь, 19 номер, хоккеист Кузбасса, замкнуть этот прострел. Но Максим Шакиров вовремя. Сыграл, да, вот здесь пока борьба в центре поля. Красивое падение. Семен Козлов, 3 номер, был в атаке. Здесь мы видим. До удара не дошло. Да, но мы отмечали, что здесь дошло все-таки до удара. Борьба за мяч тут требует хоккеиста Кузбасса либо угловой, либо 12 метров. Так. И в итоге? В итоге... Очень похоже на... В итоге мы не можем сейчас судить, потому что по тому моменту, который был... Здесь... Сигнализируют на игру, об игре рукой, наверное, гости. И здесь, ты понимаешь, все-таки 12 метров, да, назначили? Потому что сейчас как выстраиваются сейчас хоккеисты. Ну, в общем-то, как во время первого тайма я и говорил, что Кузбасс, да, всего, Кузбасс 12-метровый получает удар. 25 номер Денис Кривошенков. Заметьте, что не Стасенко. Но он удален. Нет возможно. Он, наверное, же ногти там сидит, кусает. Стасенко в прошлом матче год назад не забил пенальти. И Кривошенков и на добивании все-таки успевает игроки Кузбасса. Это особенно обидно. Особенно обидно такое. Да. Кто у нас? 28-й Денис Борисенко принимал поздравления. Да, вот Максим отбивает. Да, такой был, в общем-то, удар. Не успевает помешать Никита Свиридов на добивании. Да, очень долго замахивался клюшкой, очень долго. Можно было просто в падении как-нибудь его попытаться выкинуть этот мяч. Да. Пока клюшку он заносил, в общем-то. Там уже игрок был на мяче. А там уже с размаху клюшкой можно было получить еще один 12-метровый. Семен Козлов нам показывает автор забитого мяча ворот Строителя. Вот, не дотерпели, да, как мы говорили.
Да, вот и матч снова начинается со счета. Как будто, да, 54 минут этих и не было. 54. Никита Свиридов. Да, передача не точна. Ну, Максим соответственно, Зубарев не удаление. успевает. Удаление вот было сейчас в составе строителя. Сергей Филатов отправился. Это после забитого мяча уже, да? Это... Да, это вот сейчас буквально был момент Ну да. с падением. Ну вот. Кузбасс Продолжает, в общем, в меньшинстве активизировался. строитель играть. Ну и последние 10 минут практически наша команда не имеет моментов, не имеет подходов к воротам соперников. Ну, наверное, это ожидаемо. Василий Жилкенов. Передача неточная. Да, не совсем приятное начало для строителя, но... И смотрите, кстати, снег потихоньку перестает идти, да? Ну, он идет, Да, но затихает. чуть-чуть И не так все обидно. меньше становится. Еще одна атака Кузбасса. Здесь прием мяча защитником был. Довольно неприятный отскок. И в центре поля, в центре штрафной была борьба за мяч. Здесь перехват в исполнении Леухина. Лихачев подбирает этот мяч. Да, успел. Оставляет его. Нет. Что было? Все-таки останется он у строителя, это главное. Как вы, Алексей, считаете, как будет матч развиваться? Вот, Вот этот матч сейчас абсолютно непредсказуемый. Надо просто смотреть, насколько хватит запала у Кузбасса, да, то есть и выдержит ли строитель еще, потому что сейчас тайм-аут, да, у нас. Скорее всего, строитель берет тайм-аут. По той игре, которую мы видели в первых 10 минутах второго тайма, тайм-аут, конечно, Сыктывкарцем надо было брать. В прошлом сезоне мы тоже во время матча с Кузбассом, да, когда Кемерово стал отыгрывать 1-5, тоже отмечает, что, наверное, нужно было раньше брать Павла Яковлевича тайм-аут. да, тайм-аут был взят, по-моему, при счете 5-7 только. если не Ну, ошибаюсь. 5-6, где-то так, по-моему, да. То есть, когда уже Когда уже Кемерово было. либо сравняло, либо даже когда уже вышло вперед. То есть, в идеале, это, конечно, при 5-4 уже самое позднее. При 5-3, при 5-4 надо было его брать. Но это мнение со стороны, конечно же. Сейчас вот кажется, что довольно своевременный тайм-аут. Нужно дать передохнуть своим хоккеистам, разобраться, привести мысли в порядок, настроиться. Сейчас будет совершенно другая игра. Не та, которая была при Кузбасс, 1-0. видно, так, немножечко Зелье все-таки выпил, да? Да. Говорили с вами. подвезли. Кто-то им наколдовал. А, вот почему перерыв-то, собственно, 40 минут был. Точно. Да, вот Не сварилось. правда раскрыта. Вот здесь падение. Сбили Максима Немцева, но без санкций. Заброс на чужой половину в исполнении строителя. Здесь кемеровчане выигрывают эту мини-дуэль и сохраняет мяч Василий Жаукенов на правой бровке. Павел Якушев отправляет его вперед. И кому же он достанется? Так не доставайся ты никому, да? Здесь придержал игрок Ну да. строителя, ну, в рамках дозволенного. Вадима Стасенко. Стасенко, конечно, недоволен, да, то есть как так, кто-то посмел прикоснуться ко мне. Но как бы здесь ничего страшного не было. Дальний удар следует точно в руки Максима Шакирова. Во втором тайме мы видим у вратаря строителя работы существенно прибавилось даже, да. То есть, ну, здесь еще одно нарушение. Ну вот а что ты, 99-й номер, Савельев, Артем? Нарушил правила, вот иди Да, отдыхай. вот и разговором он подкрепил, в общем-то,
намерение арбитра. Ну, смотрите, удалить его. игра в корпус идет четкая, да? Да. Никакой игры в мяч, чистая игра в тело. По сути, даже как бы на игрока, не владеющего мячом. Ну, какие-то могут быть споры. Заброс. Да. Вот главное сейчас избежать вот провалов, как в том году. Очень много выходов один на один появилось у гостей. Раз за разом. Наш вратарь подвергался такому расстрелу, можно сказать. Без преувеличения. Но пока все-таки этот старт не такой печальный, как год назад. Да нет, тут, по сути, не знаю. Фактически могли избежать. Голы мы миновали, да, Да. но, к сожалению, на добивание не успели немножко. Ну и опять никаких вопросов к Максиму Шакирову. Все четко сыграно. Там уже на добивании от вратаря мало что зависело. Ну и мяч так довольно удобно отскочил, да, получается, после удара. Кузбасс на чужой половине сохраняет мяч. Ну вот Владимир здесь Никита Свиридов вместе с Владимиром Власюком буквально затолкали двух хоккеистов Кузбасса и свободный удар. Здесь такой прострел низом и отворот. Да, хотя Ну, претендовали. уверены были, да, кемеровчане. Ощущение, что получат они голову. Игра, кстати, Вот вот... редкий раз, когда вот- Ну да, и да, и неточные потери. передачи. Только хотел сказать, что игра-то, в принципе, вот после тайм-аута по-другому, опять же, смотрится, да? Не так, как начинался второй тайм сам по себе. Есть падение игроков Кузбасса, ну, мне кажется, уже выпрашивает откровенно. Ну. Вот сейчас вот вместо того, чтобы подниматься и отрабатывать в оборону, хоккеист из Кемерово, человек из Кемерово, да, вспоминая известную песню Бориса Гребенщикова, вот, под ним лежит и просит удаления, так сказать, для хозяев поля. Так в песне человек из Кемерово не поступал. А как он поступал? Надо сейчас погуглить. Не знаком этой песни, к сожалению. Вот есть возможность, Александр, ознакомиться сегодня с данной композицией. Здесь у нас снова. Здесь, конечно, не нужно было Артему Зимину. Вот, Сгоряча. да, такое можно и на удаление действительно нарваться после таких вот действий. Хорошо, что игрок соперника никак, в принципе, не отреагировал. Да, знаете, в другом виде спорта мог бы уже просто упасть и держаться за лицо, изображая нечеловеческие муки, даже если по нему не попало ни капельки. Как вы думаете, повлияло бы введение такое, допустим, как в хоккее с шайбой, если бы игроки снимали бы перчатки, начинали бы драться, их бы удаляли там, на минут на 10 также, на 20, и они бы возвращались в игру. Как вот это бы на посещаемости, на зрелищности спорта сказалось бы? Давайте сейчас досмотрим эту атаку Кузбасса. Завершается она тем, что не завершается, да, будет сейчас с угловой. По поводу вашего вопроса, зрелищность, конечно, бы добавила, как бы болельщики потом не присоединились к этим моментам. Но вот насчет необходимости, не знаю, мне кажется, вполне все самодостаточно и сейчас. Давайте смотрим за этим стандартом. Мяч остается сейчас у строителя. Артем Лихачев и Вот спокойно вот, выпускает его, да, за лицевую. Держит за спину Евгений Люхин, сегодня досталось защитнику строителя в нескольких эпизодах. Да. Абсолютно игровые, Приходилось опять же, да, ему были на ситуации. ней находиться. А лед сам по себе холодный, твердый. Да, здесь стандарт в исполнении хозяев поля. До ворот, в общем-то, Нужно надеяться, дистанция, из которой, не знаю, кто отважился бы пробить. Уж явно не
кто-то из нашей команды, да и, мне До этого кажется... мы не раз грешили Хотя- тем, что... Вот вы прервали, Да. я хотел сказать, мы не раз грешили тем, что со стандартов, вот таких как штрафные, наша команда часто получала контратаки ну, из-за того, что просто мы теряли мяч. Да, но мы сейчас просто решили пробить. Не знаю, вот как раз вот оказалось, что в этой ситуации лучше было разыгрывать. Слишком далеко до ворот. И вот здесь абсолютно ненужное удаление, я так понимаю, в составе строителя. Как бы, зачем? И там Павел Яковлевич тоже был недоволен. Несколько облегчает. А, кстати, вот здесь провал по левому флангу был. Сразу два игрока, и причем в рамках, ну, в общем, не за линией, да, последнего защитника. И кто же оказался? И Да, оказался Максим Шакиров. Но ведь, кстати, смотрите, Или штанга? арбитр Шакиров рядом с Максимом Шакировым. Он сейчас повернулся обоим спиной, был бы довольно забавный кадр. И, наверное, просто мяч с внешней стороны сетки попал, поэтому... Вот Никит Свиридов удален, как раз показывают. Причем удален за неспортивное поведение. Всем точная формулировка. Ну, действительно, там и эпизод ничего не предвещал, и нарушать правила не стоило, уж тем более, я так понимаю, как-то не совсем корректно реагировать на этот эпизод. Так. Контратака строителя. Да, Сбивают вот такое же удаление Пашарымова должно Алексея. Здесь, да, тоже. Воспитанника, кстати, кемеровского хоккея. Школы. Кемеровской школы хоккея с мячом. Да, вы справились. Да, спасибо. Здесь... Кстати, сегодня дубль кемеровского Кузбасса обыграл клуб Саяны, в который, кстати, перешел наш бывший игрок и бывший игрок. В Кузбассе играл или Михаил Селедков? Не в Иркутске играл. Да. Да, но Михаил Селедков вчера отличился дублем. Кстати, ну, в общем, первым своим официальным матчем. Отец пришел в свой дивизион, да. Нам показывает Семен Козлов. Третий номер был удален, но сейчас третий номер Сыктывкара. Иван Карамлин делает заброс в штрафную. Здесь просто уже наотмашь сыграют. А вот и удар. Есть удар, но это удар, чтобы просто успеть вернуться в оборону, и чтобы мяч не получить, чтобы опасную контратаку, скорее всего. Там уже встречали довольно плотно бьющего. Здесь борьба на половине поля строителя. Хочется отметить, что... Хочется отметить, отмечайте, Александр. Да, Новый в 21 веке, вот как я говорил, мы ни разу дома не обыгрывали Кузбасс, не играли в ничью, но минимальный счет был зафиксирован в феврале 2005 года в плей-офф чемпионата России. Мы уступили на своем поле Кузбассу счетом 1-2. Вот сейчас выход, да что за... Неудачная обработка. Да, обработка тут подкачала. Ну, как раз опять же Алексей Башарынов был. Да, не отпусти мяч так далеко от себя, 100% голевой момент. В первом тайме, мы, напомню, упустили сыктывкарцы 2 выхода 1 в 1. И вот сейчас потенциальный был. Ну, здесь Ивана Карамлина задержали. Здесь прессинг в исполнении строителя. Это не может не радовать. Еще Евгений Илюхин, да, у нас прессинговал такой защитник, подключающийся к атакам. И дальняя попытка удара. Да, хорошо, рикошет. Не такой, в общем-то. Рикошет, да, мог быть разный. Здесь у кромки поля борьба за мяч, и он остается у строителя. Здесь Волосюк с Шибонкиным вот боролись. Игра выровнялась, действительно, после забитого мяча. Пока кажется, что опять-таки все потихонечку, планомерно идет к ничейному результату. Да, самому популярному, в общем-то, и в прошлом туре, и в этом, в котором был в этот раз дважды уже зафиксирована ничья. Да. Как там у нас Родина-то во сколько с кем играет? Значит, самое интересное, да? Самая вкуснятина, можно сказать. Потому что в прошлом туре обе команды из Сыктывкара и Кирова шли на первую победу в сезоне. А пришли к ничьей, господи. Да, если такое, если можно сказать, трехкратное преимущество Родина свое растеряла, ведя со счетом 3-0, у нас отрыв был всего один мяч, мы немножечко не дотерпели. А Родина сегодня не играет вообще. Не играет. Ну и ладно. Зато
Водник в матче с Сипсельмашем выиграл со счетом 8-3. Хотя нет, финального свистка еще не было, но в 90-й минуте, как пишет Росбенди, удален игрок Водника. Это важно. Это важно, Саша. Нет, не 8-3, наверное, потому что Сипсельмаш вот только что заработал право на пробитие 12-метрового удара. А здесь опасно. Да. Есть. Не успеет. Не успеет, к Даже сожалению. углового, к сожалению. Да, упустил какие Зоркий в матче с Трубником уступает на 89-й минуте со счетом 1-9. Ну, и вряд ли отыграется за оставшееся время. И причем Зоркий на 84-й минуте не реализовал свой пенальти. Ну, здесь у нас контратака Строителя по правому флангу. Отобрал мяч. По-моему, это был Кораблин. Ну, не хватает. Ну, один числа бежал. атакующих, Один к бежал в сожалению. атаку. Не было должной поддержки. И Все-таки не по силам. встретили его кемеровчане. И здесь что у нас? Как пишет Остановка. Росбенди, на 65-й минуте команды Строитель не реализован выход 1 на 1 с вратарем. Вы помните такой? Ну, так, когда, видимо, была неудачная остановка мяча. Это сочли как выход 1 Ну, на 1? пусть будет выходом 1 в 1. Но мне не жалко. Ну, пока мы в равных составах. Хотя сейчас должен выйти на поле уже Артем Савельев. У нас еще Никита Свиридов ударил Александр до 72-й минуты. Да, ну нет, я имею в виду, что... Здесь все досталось Кузбасс Савельеву, двойку Артему. Смотрите, очень серьезно держится за поясницу игрок. Неудачно то ли упал. Давайте просто... Но не было я нарушения. пропустил я этот момент, честно говоря, отвлекся на технический протокол. А вот здесь... Давайте, может, нам повтор покажут. Но все равно поднимается, просто держится за поясницу. Ну вот, смотрим за повтором этой ситуации. Ну тут, не знаю, даже больше со своим столкнулся. Нет, вот здесь. С Евгением Ильюхиным столкнулся. Без нарушений правил, но... Само по себе столкновение и падение тоже выглядело очень, так скажем, страшно. Ну, все обошлось. Все обошлось, да. С мячом кемеровчане. Кстати, еще полминуты добавлено за этот инцидент. Всего у нас 2 добавлены. Нам с вами, Александр, нужно быть аккуратнее с добавленным временем. Да, предельно точными. Вот, мало ли, сколько будет их в конце. Но теперь мы будем... Ой, здесь еще... здесь, мне казалось, тоже нарушение правил, но тоже, наверное, Денис игровой Устаков эпизод. Почти ведь укротил. Обокрал, да, почти укротил, почти обокрал, но почти Артем Зимин не вот здесь молодец, считается. навязал борьбу. И контратака Кузбасса. Пока что здесь отлично, Артем вернулся Зимин, Зимин, сзади подкрался, но, по-моему, с нарушением правил. Так что мяч сейчас останется у Кузбасса, будет свободный удар. 25-й номер, Денис Кривошенков. Вот. И дальний удар. Сипсельмаш не забил свой пенальти и уступил со счетом 8-3. Сегодня, в общем-то, достаточно популярно не реализовывать свои возможности, вот такие, как 12-метровый удар, что сегодня продемонстрировал и Зоркий, и Сипсельмаш, и Кузбасс. Да, ну, единственное, что Кузбасс после этого отличился за добивание, в отличие от, наверное, вышеназванных команд. Смотрел, как там они... А в матче Зоркова против Трубника было аж 5 11-метровых, 12-метровых. Вот. Трубник реализовал 2 точно, вот я сейчас смотрю. 3 все попытки свои они реализовали. А Зоркий оба раза не забил, как я понимаю. Ну,
пора возвращаться, наверное, на лед. Не будем уж... С небес на землю. Да, не будем уж говорить там о завершившихся уже матчах. Здесь еще одна такая игровая ситуация. И мяч в итоге от ворот. Кузбасс вводит. Совсем у нас... Вот это на удаление похоже очень. Зацеп. Нет? Похоже, да не тоже, как говорится. Но... Опять же, в центре поля была борьба. Ну, мне кажется, совершенно... Не то чтобы случайный, да, зацеп, но не тянуло по степени нарушения. На удаление был игрок один в окружении сыктывкарцев. Ну, вот не в чужой же штрафной. И... А вот здесь еще бы повезло, да? Если игрок бы оборона бы пропустил бы мяч. Здесь череда ошибок, падений. И остается мяч у Кузбасса все-таки. Павел Якушев, да? Вот, 7-й номер Василий Жуакенов. Василий Жуакенов. Делает он заброс в штрафную, и мяч пролетает по высоте, минуя и своих игроков, и чужих. Судья-информатор Что-то интересное сообщил, да? Наверное, что Строитель в полном составе, или что команда... Никита Свиридов, да, вышел на поле. Ну, у Кузбасса пока что -1 игрок. Пока что Семен Козлов еще отбывает удаление, но должен уже выйти. Евгений Люхин. И свисток-то вообще откуда был? Свисток это был из спортивного зала, Александр, который рядом с нашей кабинкой. Там женский волейбол. Как это близко. Прессингуют сыктывкарцы. Денис Судаков. И отвоевывает мяч, Да, в итоге, молодец. да. Нарушили на нем правила. Никита Свиридов. Грамотно поставил Полный корпус. сил, отдохнувший. Ну, предпочел бы, чтобы, конечно, никто из зрителей так не отдыхал, как Никита Да. на скамейке штрафников. Такой грустный отдых. Немного, по-моему, Владимир Власюк решил почистить лед. Тоже полезно. От ворот. Строитель. Кстати, у нас этот матч 50-й в этом чемпионате. Юбилейный. Поздравляю вас, Алексей. Не нас, а нас всех. С болельщиков. Вот, есть, интересно, любители хоккея, которые смотрят вообще все матчи всех команд. Это, наверное, главный тренер играющих команд, изучающие соперников по видеозаписям. Да, сложно тут контролировать мяч. Тем не менее, остается его, в общем-то, потерять, да. Кузбасса, следует забросик еще один. Ну, Ой, довольно примитивно тактика. Ну, по такому льду, по такому снегу это объяснимо. ну, во многом упрощает игру то, что снег перестал идти. Теперь можно сосредоточиться Ну, на самом деле, игре. мы бы и не отказались от снега, да? Ну, Как по счете бы, 1-0, но сейчас да, уже при нем как-то была игра комфортно. в пользу Строителя. Сейчас она Я бы не отказался и от снегоуборочной машины. в качестве нашей штрафной, да. Там, может быть, Максима Шакирова видение бы загораживалось. Из череда падений сначала игроку Кузбасса досталось, теперь хозяевам. Вот здесь смотрим. Да, ну тут держали, наверное. Здесь просто сам не ожидал, да, что в него сзади врежется сразу. Что говорит Хоккеист. сайт Федерации на этот счет. Здесь Ну, абсолютно игровые эпизоды. Здесь, конечно, не должно быть никаких решений арбитров. То есть, ну, на мой взгляд, по крайней мере. А нет, смотри. И здесь все-таки есть, да? Да, показывают синюю карточку. Мяч при Третьему этом номеру. отдается у Строителя, при этом остается.
Третий номер это у нас Иван Кораблин. Нет, третьему номеру Кузбасса. Кузбасса, Семену Да, Козлову. Только отличившемуся. что он вернулся на лед-то, по сути, и снова отправляется на скамейку штрафников. Да, Успеет ли он получить еще одну? А вот здесь, Ой-ой-ой. да, здесь казалось тоже такое. И гол забил, и удалился. Да. Да, здесь стандарт зарабатывает Штрафной. Строитель. В нашем случае это... Ну, кстати, водоворот Знаем. недалеко, можно действительно Сережа Бобрович пробить, но главное, нет, главное, чтобы сейчас все было в порядке с полузащитником Строителем. Пока что вот поднимается. А Денис Садаков. Самая моя любимая фамилия в Да. составе нашей команды. Денис С. Да. Номер 93. Вратарь открыл правый угол. Ну, здесь будет И манит. розыгрыш, да. Говорит, пробей сюда. Осталось теперь заработать угловой, наверное. Ну, Да, ну дошло до удара, по крайней мере. да, выглядело опасно, но, конечно, если бы забил, было бы очень красиво. Но мы в большинстве. И остается играть чуть больше 10 минут. Ну, давайте смотрим за повтором. Здесь повтор нарушения правил, да, непосредственно Ну, показывает. так, нам. врезался. А не в зоне это было? Что Нет, нет, там до ворот же далеко. Не успевал войти еще в радиус Денис. И здесь Василий Жувакенов. Радиус вот не различить, по-моему, да, в картинке совершенно. Ну да, соглашусь. Поверим В общем, судье, в общем-то, на слово. Ну еще нас ждет еще одна, я так понимаю, нервная концовка. Да, очередная. Ну, побольше бы, конечно, таких концовок, да? Да, Потому ну что первый... в матче с Трубником у нас тоже была нервная концовка, но там должен был Неприятная Строитель, нервная была. должен был Строитель делать счет 5-3, по сути, в ней. И после этого эпизода пропустили. Ну да. Всегда приходится платить за свои ошибки. Здесь была атака Строителя по правому флангу, но четко и цепко действуют игроки Кузбасса на своей половине. И вот здесь даже навязывают борьбу за мяч, прессингуют игроков обороны. И не безуспешно, я так смотрю. Все-таки безуспешно остается мяч Строителя. Здесь сейчас будет дальняя свечка. И мяч уже в руках Евгения Воронкова. Вот так вот ходит он, да, от игрока к игроку. Да, сложно уловить. Теперь уже у Максима Шакирова. Ну, Максим Шакиров не стал даже его забирать. Сейчас Он и так мяч видел уже. поедет к воротам спокойно. Доставит мяч с бокового кармашка. Да. Вот так вот не спеша ведет его в игру. Здесь нужно побороться. И Да, хорошо поборолись, принял, в да. принципе, Ну, тут раз Мясников. помочь надо было ему. Евгений Илюхин так немножечко придержал сейчас игрока соперников. Да, нарушение правил со стороны Кузбасса. Жени, докинь! Тёма, давай! Пускай Лёха играет. Увидеть бы вообще, где мяч находится. Ну вот. Да, это наш вратарь передал Максиму Немцеву, по-моему, мяч. И снова дальняя свеча. Ну, все нормально. Все по сценарию, да, в общем. Ну да, тут в каком-то смысле еще надежда на случайность такую удачную. Ну вот по такой игре случайности все и решают. Да? Случайности и стандарты. Потому что, ну, вот Кузбасс хоть и забил, как пишется в протоколе с игры, но это добивание после 12-метрового это то еще с игры. Та еще комбинация Да. знакомая. Домашняя заготовка. Да? Здесь опасно. Так-то забросик-то шел. И останется мяч у Кемеровчан. 25-й номер. Был с мячом Денис Крюшев, капитан Кузбасса. И не хватило чуть-чуть Свиридова для перехвата.
То есть главное не ошибиться. Да, ну как-то Вот возле всё-таки своих умудряются ворот. наши. Ну, отбились вроде как. Чуть-чуть вот сейчас попрессинговать, может быть, вот здесь у бортика. Вот Свиридов это и делает. Да, еще пару-тройку минут мы будем в большинстве, и надо как-то постараться воспользоваться вот этим минимальным, вроде бы, Ну, это таким очень минимальное. незначительным, но преимуществом. Для хоккея с мячом, конечно, это очень минимальное преимущество в одного полевого. Даже в двух полевых-то как-то не всегда сказывается по игре. Здесь оба, мне кажется, придерживали. И 74-й номер Павел Якуш и Денис Садаков. Но в итоге у строителя останется мяч. Евгений Леухин, по-моему, Ну, будет снова разыгрывать. тут Кузбасс выстраивает стенку, хотя тут дистанция такая до ворот. До ворот большая дистанция, что Кемерово берет тайм-аут, да. И еще 1,5 минуты, это уже 3,5 будут добавлено. Ну и мы считаем сегодня все. Да. Сегодня день статистики. Вот, а пока можно, наверное, сказать... Да, может, не надо. Ну, скажу, Да, наверное, ну, да. скажу, Ладно, убедил. Кузбасс, трехкратный обладатель Кубка России сезонов 2001, 2003 и 2007. Также клуб 6 раз становился бронзовым призером чемпионата России. Это все в 2000-х годах было. Трижды с 2000 по 2002 год. Вот, а далее в 6-м, 7-м и 9-м. Также 4-жды клуб становился вице-чемпионом России. Последний раз это сезон 2008-2009. Это вам не уральский трубник, да? Да, также один раз клуб стал чемпионом РСФСР сезона 1954-55 годов. Есть удар по воротам Кузбасс. Мимо, к сожалению, он прошелся. Что ж, 86-я минута, еще 3,5 будут добавлены. В общем, играть еще и играть, на самом деле. Все что угодно может случиться в этой игре. Матч на 3 результата, на 3 исхода. Но я думаю, что больше, чем один мяч мы и не увидим, если он и будет. Ну да, времени, прям скажем, немного осталось. Ну, даже дело, наверное, не во Даже времени, а в том, что добавленное. как игра проходит, да. Как в темп, какой у нее, какой характер. Очень такая, как я не раз уже говорил, вязкая она сегодня. Неудачная передача Максима Зубарева. Здесь только мог Яшин ошибиться. Из казанского «Динамо», да, как в прошлом сезоне. Ну, естественно, он. Не Лев Иванович ведь. Конечно же. Хотя и Лев Иванович ошибался. Ну, Как, знаете, как любой человек. да, я там и хотел сказать, что даже великий не без ошибок. Здесь опасная контратака Кузбасса. Проходил по центру Денис Егоршин, но вот уже в итоге был смещен к углу и вовсе потерял мяч. Ушел он за лицевую. Остается теперь снаряд у кемеровчан. Цена гола возрастает. Следующего. Ну, если он будет, конечно же. Да, и надо как-то собраться. И вот эту вот атаку завершить. Завести. Да, результативно, например. Вот Но здесь потерял мяч. Максим Зубарев, да, уехал в угол. Борьба Ну, здесь передача в уже... борьбу. Ну, Денис здесь Садаков. всюду борьба. Хотя И здесь Никита Свиридов практически, показалось, отвоевал, но Ну, Денис Кривошенков тут на опыте, просто да. отец. Отец На российского опыте хоккея с сыграл. мячом. Даже получилась акцентированная передача. Хотя, понятно ли, что, скорее всего, это был просто заброс на удачу очередной.
И здесь мяч останется у Сыктывкарского клуба. 88 минут сыграно, 3,5 добавлено, в общем, 5 с небольшим еще играть. Ну, судья-информатор еще, в общем, оповестит нас о том, сколько времени в общей сложности добавлено. Да. Вот спартаковский ромбик практически. Ну, так и хочется достать красный маркер, Александр, поверьте. А знаете, это как игра. Угадайте, что находится за ромбиком, да? За картинкой. А за картинкой... Выход 1 на 1 не реализует Кузбасс. Ну, представляете? За картинкой чудо спасения Максима Шакирова. Да. Просто. Вот это был шедевр. Да, дважды он уже действительно выручает нашу команду сегодня, как и в случае с пенальти. Да. Ну, я думаю... Удар. Снова И снова Шакиров, парирует, да? но- Еще один удар. Ну, расстрел настоящий вратаря нашего. Здесь уже надо просто выбить этот мяч. А если игра атаки закончится, ну, в ничью, или вдруг сейчас Сыктывкар сможет отличиться, то, ну, не знаю, надо Отличиться ребятам очень сложно, мы малым количеством проставиться перед вратарем. Заслужил, по сути. Вот еще раз нам показывает повтор. Ну, здесь не стал сближаться с вратарем игрок Кузбасса. Может быть, в этом причина, да? Ну, как-то упростил работу Максиму. И довольно удар получился такой на удобной высоте для вратаря. То есть, Ну, и это хорошо. если вот так вот искать, да? Здесь офсайд. Офсайд. Ну, Ну, кстати, это удаление. даже. ну, не знаю, как тут по регламенту, но офсайд уже давно-давно был. Мы просвистели уже, дали ему Ну, указания. вот и проведет Доигрался. остаток игры, да, последнее добавленное время на скамейке штрафников. Как бы... Ну и, в общем-то, тоже преимущество такое небольшое наше. Теперь. Это был Илья Бондин, был 21 номер, по-моему, да? Ну, молодой еще парень. Хочется покрасоваться на табло. Ну, вы знаете, вот в пустые ворота, когда соперник бросил уже играть, да, и раздался свисток... Денис Борисенко. А когда соперник бросил играть, раздался свисток арбитра, в общем-то, и я забил. Да? Ничего здесь такого сверхъестественного Идем в нет. атаку. Есть атака 3 в 4. Максим Зубарев, передача. Гол! Да! Строитель забивает второй мяч, и наша команда повела в счете. Мне кажется, сейчас оглохли, наверное, зрители, Да, которые смотрят эту игру да. у экранов, Всё-таки мониторов. Удача возвращает нам за прошлый матч. Надеемся мы, да? Надеемся, что счет сохранится до конца. Давайте смотрим повтор этого момента. Есть. Артем Лихачев, 8-й Наш номер. воспитанник забивает второй мяч. Хочется верить, что это победный будет Хочется мяч. верить. Мы верим. Осталось все-таки отобороняться. У нас, напоминаем, было 3,5, но там, может, что-то еще добавим. Мы уже дождемся до конца, да? Ну, соответственно, у Кузбасса. Ну, я думаю, что Кузбасс этого совершенно не ожидал, потому что, ну, возможностей у нас не было во втором тайме таких вот прям, да? Да, ну и Денис Борисенко, соответственно, уже вышел. Ну да, здесь, получается, 2 минуты осталось. Чуть меньше уже. Да, но пишут, что Артем Лихачев забил мяч на 70... На на 87-й 88-й. минуте с половиной, то есть 2,5 минуты как бы еще Оставалось, да. играть. Ну и вот сейчас атака Кузбасса. Здесь опять что-то негодуют кемеровчане. Ну и заметьте, да, это случилось практически сразу после того, как Кузбассом не был реализован выход 1 на 1. Да, ну это говорю, это полная обратная история с матча с Трубником, когда Строитель не забивает ему, и матч завершается ничьей. И вот сейчас обратная практически история. Здесь, наверное, где-то можно и фолов небольших поднабрать Строители Ну да, на здесь чужой уже можно половине. действительно Минута еще. разойтись руке, да? Да, Разойтись душа. Минута Разудись еще рука, осталась. Вот.
поддерживают свою команду болельщики. И Победа! все! Победа! Победа нашей команды! Строителя. Ну, мы это с вами пережили, мы это с вами видели. Обнимаю Всех вас сейчас. поздравляем, сыктывкарские любители, все поклонники Строителя. Я обнимаю сейчас Максима Шакирова. Ну, в общем-то, если бы не он, то, конечно, немножко другой бы, наверное, был бы исход. Первая победа Строителя над Кузбассом в 21 веке, это можно сказать уже точно. Да, и первая победа Строителя в этом сезоне. Ну, еще раз всех с победой, всех, кто смотрел, всех, кто переживал. Кемеровчанам, конечно, не расстраиваться. Ничего страшного не произошло, впереди еще полный сезон. Но всех сыктывкарцев приглашаем 28 числа на домашний матч Строитель Сипсельмаш. С победой и до встречи! Приходите на матчи Суперлиги Чемпионата России по хоккею с мячом и болейте вместе с нами за хоккейный клуб «Строитель». МКреп. Надежная опора строителя.